Ольга Лысенко вот уже 2 года как самозанятая делает шоколад. В начале пандемии практически остановила работу. Сейчас пытается наверстать и выйти на новый уровень. Для этого, говорит, нужен грант. Я хочу производить шоколад от какао-боба до плитки. И я покупаю сырье только из ароматических какао-бобов, чтобы как можно больше людей испытал вот этот вкус настоящего вкусного шоколада. Именно грантовая поддержка помогла в этот пандемийный год увеличить число самозанятых до 30 тысяч, то есть в 1,5 раза. Сейчас многие рассчитывают на продление программы еще на год. Мэр пообещал грантом быть. Мы обязательно продолжим эту программу и в этом году, и на следующий год, поэтому набирайте эту необходимую налоговую базу, участвуйте и обязательно побеждайте. На встрече самозанятым предложили воспользоваться возможностями ресурсных центров WorldSkills, чтобы работать на современном оборудовании. Это тоже одна из мер поддержки. Помощи просит и малый бизнес. Ирина Романова 3 года назад вошла в программу «Льготная аренда». Бизнес решили разместить в одном из старых зданий в центре города. Лишь после заключения договора выяснили, это объект культурного наследия. Из-за бюрократии к ремонту не могут приступить до сих пор. В Минкульте не можем получить разрешение, пока мы не вынесем, и у нас этот вопрос затягивается. Соответственно, у нас и льготная аренда уже скоро подойдет к концу. Это хороший пример того, как самые лучшие наши идеи братья по оружию, чиновники просто затаптывают на корню. Я к вам приеду вместе с теми, которыми должны были этот вопрос или сегодня, или завтра. Благо вы у меня тут пешком, да, доехать даже до вас. Еще одна из проблем – высокая арендная плата. Из-за пандемии для многих она стала неподъемной. Предприниматели Казани готовят коллективное письмо о предоставлении льгот и просят мэра их в этом поддержать. Ильсур Медшин обещает посодействовать. Может быть, там... От ассоциации рестораторов вопрос о вывозе мусора. Почти 3 месяца с марта по июнь многие кафе просто не работали, но плату за вывоз ТБО никто не отменял. Мы готовы платить, но мы готовы платить за реально оказанную услугу. То есть, если транспорт не выезжал, мусор не вывозили, то в этой ситуации, я думаю, что не совсем объективно брать с бизнеса деньги. Здесь же на встрече было принято главное решение. Мораторий на штраф за нарушение правил благоустройства сейчас действует до конца года, и вполне возможно его продлят еще на 6 месяцев. Юлия Гоголева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.